Получил медаль от Ким Ир Сена за освобождение Кореи. Фронтовик из села Старосубхангулово Бурзянского района Абдулла Вагапов после победы в Великой Отечественной продолжил воевать на Корейском полуострове, где с однополчанами помогал местным жителям сражаться с японцами. Воспоминаниями он поделился с моим коллегой Азатом Садреевым. Абдулла Нугуманович всегда рад гостям. Сидя на диване, любит рассказывать о своей жизни. Вот и нам поведал историю, слушая которую невозможно как перебить фронтовика, так и поверить в то, что эти страшные события произошли на самом деле. Проводив отца на войну в составе 112-й башкирской кавалерийской дивизии, стал дожидаться своего совершеннолетия, чтобы тоже добровольцем уйти на фронт. 7 ноября 1943 года мы отправились на фронт. Ровными рядами из Старосубхангулова выдвинулись 42 человека. Я до сих пор помню, как тогда шел снег и скрип саней, которые везли нас все дальше и дальше от родного дома. Обратно вернулись немногие, кого в тот день вместе со мной призвали в ряды Красной Армии. Так получилось, что родину отец и сын защищали в десятках тысяч километров друг от друга. Нугуман Вагапович бил немцев в Европе, Абдулла по распределению попал в воинскую часть в Приморском крае. После Дня Победы освобождал Корею от японцев в составе пулеметного батальона Первого Дальневосточного фронта. А в 1945 году нас отправили освобождать Корею от японских захватчиков. Помню один из боев, который произошел на небольшой сопке. С одной стороны располагались наши бойцы, с другой стороны горы японцы. Нас разделяла только колючая проволока. Приходилось говорить шепотом, потому что враг был рядом. Запрещали даже курить. Когда началась перестрелка, мой станковый пулемет раскалился до красна. А когда все стихло, многих моих однополчан уже не было в живых. Во время освобождения Кореи погибли более 12 тысяч советских солдат. Абдулла Вагапов и сам несколько раз находился на волосок от смерти. Вражеские снаряды разрывались в паре метрах от его дзота. Чтобы враг не смог атаковать нас с Японского моря, наши дзоты расположились на побережье. Внутри было тесно и неудобно, но мы терпели. Сами дзоты располагались таким образом, чтобы между ними невозможно было даже проползти незамеченным. Орудия перекрывали весь периметр. О боевом пути отца и сына говорят медали и награды. Обоим посчастливилось вернуться домой живыми. Абдулла Нугуманович сейчас один из двух ветеранов, оставшихся в Бурзянском районе. По мере возможности старается принимать участие в общественной жизни малой родины. Особенно радуется встрече с детьми и школьниками. Значит, было за кого умирать и стоило жить. Азат Садреев, Азат Ишбулатов. Новости. Бурзянский район.